ИГИЛ, Даиш, якобы исламское государство, но на самом деле и не исламское, и не государство. Сегодня каждый из нас, особенно мусульманин, обязан осуждать этих варваров, которые творят свои бесчеловечные деяния от имени Создателя, Бога, Аллаха, от имени всей мусульманской уммы. Они, якобы истребляя неверных, так они себя оправдывают, на самом деле грабят мусульманские деревня, убивают мусульман, забирают в сексуальное рабство именно мусульманских женщин. Потому что для них мусульманин, который не поддерживает их заблудшую идеологию, он становится неверным. Это наследники самых первых смутьянов в истории ислама, хариджитов, хаваридж. То есть такие секты, они в истории были. И игиловцы, мы должны понять, что они не первые и, может быть, и не последние. Было время, когда мусульмане под гнетом хариджитов были вынуждены скрывать свою религию и называть себя христианами, потому что хариджиты больше всех ненавидели и истребляли именно традиционных мусульман. Молодежь, которая примыкает к игиловцам, не основывается на научные знания, а на чувства, эмоции, громкие названия. Вот, наконец-то, исламское государство, которое призывает к справедливости и так далее, и так далее. Верующий всегда должен возвращаться к истинным знаниям и, самое главное, к знающим людям, к ученым. Как только появилось это движение, более 100 ученых из разных стран мира подписались под открытым письмом, адресованным боевикам этого движения, ложно именуемого исламским. И на 18 страницах, ссылаясь на Коран, книгу Аллаха и хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, богословы разгромили экстремистскую идеологию боевиков. Некоторые из них говорят: так это же все продажные ученые. Я понимаю, 1, 2, 10 имамов и, может быть, ученых могут продаться. Но когда более 100 авторитетных, признанных уммой ученых выступили против них, это должно заставить задуматься любого мусульманина. И при этом не забывайте, нет ни одного авторитетного ученого, который бы встал на защиту этих людей.